Карательные походы 1830-32 годов вызвали в Чечне крайнее возмущение и укрепили позиции сторонников освободительной борьбы. Однако в тот период не было общепризнанного лидера. Бейбулат был убит своим кровником в июне 1831 года, а Гази Мухаммед и Гамзатбек, первые два имама Дагестана, официально таковыми в Чечне не считались. Скорее в них видели союзника в общем деле. Они вели здесь идеологическую работу, а в их отрядах были и чеченцы. Вакантное же место чеченского лидера занял Ташу Хаджи, который был родом из кумыкского селения Эндирей. По одним данным, он был чеченец, по другим – кумык. Скорее всего, он имел родственников и среди первых, и среди вторых. В Чечне же он известен как Ташу Хаджи Саясановский, по-чеченски Сейснар Воххадж. В селении Саясан, ныне Нажаюртовского района, он и похоронен. Он был наполовину чеченец, наполовину кумык. Он родился, вырос в селении Эндирей, а там недалеко жили ее родственники. Это на территории Нажаюртовского района, где Ахмад Тала, где Саясан. О раннем периоде его жизни известно немного. Родился он в Эндирее приблизительно в середине 1790-х годов. Начальное духовное образование получил, видимо, там же. В дальнейшем посещал богословов по всему Дагестану. Есть факты, подтверждающие, что слушать проповеди Мухаммеда Яракского в Южный Дагестан, отсюда из Эндири, аула, отправлялся шейх Ташу Хаджи. В конце концов он вступил в накшбандийско-халидийский тарикат и признал своим учителем Магомеда Яракского. Получив духовное образование, Ташу Хаджи возвращается в родной Эндирей аул. Известно, что некоторое время он исполнял обязанности сельского муллы и одновременно распространял идеи своего тариката и, соответственно, призывал людей к вооруженной борьбе. Очевидно, с самого начала он и испытывал сильное противодействие со стороны местной, пророссийски настроенной феодальной верхушки. Ташу Хаджи известен и как автор многих произведений. На сегодня обнаружено более десятка его произведений религиозного характера, разного объема и жанра. В большинстве своем они написаны на арабском языке, а некоторые на кумыкском. Скорее всего, Ташу Хаджи принимал участие в освободительном движении под руководством Бейбулата Таймиева. Потом он примкнул и к первому имаму Дагестана Гази Мухаммеду, будучи сторонником Газавата. После гибели первого имама Гази Мухаммеда Ташу Хаджи переезжает в Восточную Чечню. Здесь он разворачивает активную религиозно-проповедническую деятельность, призывая чеченцев отказаться от адатов и принять шариат. То же самое имамы делали в Дагестане. Ташу Хаджи считал, что многие адаты обособляли чеченцев, а шариат, по его мнению, наоборот, должен был их консолидировать. В случаях отказа принять шариат на подконтрольной территории Ташу Хаджи применял угрозу силы. С ним всегда был небольшой отряд преданных мюридов. Есть данные, что его называли Ташав прямоидущий. Вероятно, имелось в виду его абсолютная бескомпромиссность в делах, касающихся распространения шариата. Это был исключительно образованный в духовном отношении и человек очень волевой. В отличие от Шамиля, который действовал в феодальном Дагестане, где сильны были социальные противоречия, в проповедях Ташу Хаджи социальные мотивы отсутствуют. Он призывает к антиколониальной борьбе. Что касается князей и владельцев, то большинство из них было изгнано еще в конце 18 века, в эпоху шейха Мансура. В 1834 году в Дагестане имамом избирается Шамиль, а Ташу Хаджи в Мейртупе проводит общенародный съезд. С большим трудом он добивается принятия чеченцами шариата в качестве основы судопроизводства. Он укрепляет шариат в горных районах Чечни. Это современный Нажаюртовский район, Веденский район. Этим он утверждает основы ислама в Чечне. Но важнее другое. Единое право должно было положить начало консолидации чеченского народа в освободительной борьбе. Съезд фактически признал Ташу Хаджи в качестве имама Чечни. Однако ряд высокогорных обществ оставались большей частью в стороне от процессов, протекавших на равнине и в предгорье. Человек, крупнейший богослов, ученый, великолепнейший оратор. Человек, который буквально магическое действие оказывал на людей. И в то же время это крупнейший организатор освободительной борьбы.
Именно в качестве имама он начал с 1835 года собирать войско, для чего и ввел систему воинской повинности. Каждый дом должен был выделить по одному человеку в ополчение. В обществах создавались укрепленные пункты. В районе Казбек-Юрта, недалеко от Устар-Гордоя, ныне это город Аргун, в районе Майртупа и неподалеку от селения Зандак. Главное назначение этих укреплений заключалось в том, чтобы стать временным заслоном на пути наступления вражеской армии, чтобы успеть эвакуировать местное население и продержаться до подхода помощи. Строились они в отдалении от аулов, чтобы уберечь их от разрушения. Создавалось и управление. В Ичкерию, то есть на территорию нынешних Нажаюртовского и Веденского районов, был направлен Саид Игалийский, аварец по происхождению, а в Большую Чечню – Уди Мулла, чеченец. Национальная пестрота во многих сферах жизни была вполне нормальным явлением, ведь в тарикате дагестанского богослова Магомеда Яракского с самого начала были представители десятков народов. Чечня и Дагестан, по большому счету, все еще были двумя самостоятельными театрами боевых действий. Шамиль и Ташу-Хаджи понимали, что они имеют шансы на успех только в случае совместных действий. Весной 1835 года и зимой 1836 в дагестанских селениях Игали и Черкате ведутся переговоры. Их итогом явилось решение о совместной борьбе. Ташу-Хаджи даже согласился признать Шамиля имамом, а себя его наибом. Причем Шамиль показал себя прекрасным дипломатом. В обращениях он ставил имя Ташу-Хаджи впереди своего имени, от имама Ташу-Хаджи и Шамиля. Тем самым последний выказывал ему свое уважение. Еще в начале 1934 года под председательством Шамиля он раньше претендовал на роль имама. Даже у него специальное воззвание есть. Он пользовался настолько большим авторитетом на равнине среди чеченцев, среди аварцев, среди других народов, что он претендовал на должность имама. Но когда после смерти Гамзатбека было совещание дагестанского духовенства, на этом совещании стоял вопрос, кого же провозгласить имамом после Гамзатбека. Более авторитетным в то время был Ташу-Хаджи. И стоял вопрос об избрании Ташу-Хаджи имамом Дагестана и Чечни. Однако вот это вот преимущество дагестанского духовенства, присутствующего на этом совещании, и четкой позиции Джамалдина Казикумурского привели к тому, что предпочтение отдали Шамилю. И вот настолько высоких моральных качеств был Ташу-Хаджи, что он, чтобы не допустить раскола, отказывается от какой-либо борьбы за звание имама и отдает это звание Шамилю. Он поддерживает его притязание на имамство и остается его верным наибом. С 1835 года Ташу-Хаджи начал регулярные нападения на Кавказскую линию. Все это, а также наметившееся объединение горцев обеспокоило командование. Решено было совершить в Чечню ряд карательных походов, чтобы задушить освободительное движение. Командующим левым флангом, войсками на левом фланге, Чечня входила левый фланг, центром левого фланга была, и комендантом крепости Грозный был тогда генерал Пулло. Человек беспредельно жестокий, коварный. Он на малейшее проявление недовольства обрушивался на чеченцев карательными экспедициями. Зимой, в январе месяце 1835 года, подполковник Пулла начал поход в Чечню. В течение 20 дней он привел в покорность почти 30 чеченских сел и хуторов, которые находились в пределах современных Грозненского, Шалинского и Урус-Мартановского районов. На дворе была зима и снег. Поход окончился несколькими мелкими стычками, а в большинстве случаев села и хутора выдали заложников. В царском отряде было несколько тысяч солдат, в том числе 200 конных чеченцев. Подобное, когда чеченцы в составе царских отрядов воевали против соплеменников, практиковалось в Кавказскую войну еще со времен Ермолова. В июне Пулла совершает другой поход, главной целью которого был непокорный аул Энгелик, принявший сторону Ташу-Хаджи. Энгелик занял место в длинном перечне десятков и сотен уничтоженных аулов. Также Пулла угнал в качестве трофеев и 720 голов мелкорогатого скота. Все богатство сей деревни разобрано войсками, дома числом до 60 преданы огню и хлеба истреблены. Большинство мирных жителей селения Энгелик даже не успели спрятаться в лесах.
В ауле и его окрестностях была устроена резня. Согласно рапорту Пула, убитых было 39 человек, а пленено 27. Эта карательная экспедиция была предпринята в теплое время года. Несложно себе представить, какие лишения испытывало мирное население, вынужденное прятаться в лесах, когда карательные походы совершались зимой. Чеченцы напали на отряд на обратном пути его следования. Столкновения длились свыше 7 часов. Они начинают отходить, горцы, значит, далеко не смиряются с этим, что их разгромили, а идут и по всем пути отхода через лес опять встречают и начинают по мере их отхода уничтожать их. По одному, по два. Если кидаются казаки, кто-то их встречает в штыки в рукопашном бою, там, где нельзя развернуть орудие. С аулов Гелен-Гойты, Эгишбатой-Гойты, Старые Атаги Пула взял заложников и пригрозил участью сожженного накануне аула, если они присоединятся к движению Ташу-Хаджи. В августе 1835 года Пула совершил еще одну экспедицию, на этот раз против Казбек-Юрта, резиденции Ташу-Хаджи. Бой за село продолжался 3 дня. Сюда собралось огромное ополчение чеченцев, до 4000 человек во главе с Ташу-Хаджи. Регулярная армия Пула взяла верх. Захватив скот и продовольствие жителей, Пула сжег Казбек-Юрт, Сагиль-Юрт, Бамат-Юрт, Гудермес и некоторые другие аулы. Наконец, в декабре последовала последняя за год экспедиция, на сей раз против чеченского селения Кишкерой. Походы продолжились и в сентябре 1836 года. Пула разгромил укрепленный центр чеченского предводителя, селения Зандак. Упорное сопротивление его жителей, включая женщин и детей, закончилось страшной резней. Было отогнано почти 600 голов крупного и мелкорогатого скота. Однако конечной цели, встретив упорное сопротивление, Пула не достиг – подавить движение горцев и обезвредить Ташу-Хаджи. В следующем 1837 году 2 карательные экспедиции в Большую и Малую Чечню предпринял генерал Карл Фези. Такая же неспокойная обстановка была и в Дагестане. Надо отметить, что в целом взаимоотношения между Россией и горцами были разными. Например, Шамиль не раз предлагал мир, о чем свидетельствует и масса его обращений. Ноябрь 1836 года от Шамиля военно-окружному в Дагестане начальнику генерал-майору Реуту: «Если вы намерены помириться, на что и я согласен, то заключайте общий и истинный мир так, что в нем не было бы никакого обмана, а если вам угодно сражаться, от чего и мы не откажемся, то уведомляйте о том нас. Между нами и вами был прежде заключен мир, который вы нарушили вашими неоднократными выпадами в нашу сторону, без всякой причины со стороны нашей». Апрель 1837 года от Шамиля командиру отдельного Кавказского корпуса генералу Розену: «Я желаю верности и мира с российским государем, что и по сие было моим желанием, почему я не предпринял никакого вредного намерения против ваших городов и начальников, кроме только тогда, когда они сделали движение в нашу сторону с намерением сражаться и завладеть нами». Однако колониальная политика заключения полноценного мира с горцами, как того хотели последние, не предполагала. С 1836 года совместные отряды Шамиля и Ташу-Хаджи действовали и в Дагестане, согласно договоренности. В июне 1837 года Шамиль и его ближайшие мюриды, среди которых был и Ташу-Хаджи, были блокированы в ауле Телетель, причем дагестанскими феодалами Ахмедханом и Магомед-Мирзой-ханом. На помощь осаждавшим выступил и генерал Фези, который находился в тот момент в Хунзахе, столице Аварского ханства. По пути к Телетлю он берет штурмом 2 аула, где были крупные отряды горцев. 21 июня 1937 года Ашильту, а 24 июня считавшуюся неприступной крепость Шамиля Ахульго. В июле объединенные царские и дагестанские силы начинают и усиленный штурм аула Телетль. Однако взять укрепленную часть аула им так и не удалось. Ресурсы были истощены, у царского отряда кончились снаряды, к тому же солдаты были в изнеможении после почти 2-месячного перехода по горной местности. Генералу Фези пришлось пойти на переговоры с Шамилем и заключить мир. Шамиль и его ближайшие сподвижники Кибит Магома и Абдурахман Карахский выдали в качестве заложников своих родственников.
Шамиль так оговорил условия мирного договора. Выдавая аманатов Магомед Мирзехану, мы заключили с российским государем мир, которого никто из нас не нарушит, с тем, однако, условием, чтобы ни с какой стороны не было оказано ни малейшей обиды против другой. Если же какая-либо сторона нарушит данные ею обещания, то она будет считаться изменницею, а изменник почитается проклятым пред Богом и пред народом. Генерал Физи, взяв с собой заложников, вернулся в Хунзах. В Петербург о недавнем соглашении с Шамилем было доложено как о полной капитуляции мюридов. Естественно, это произвело настоящий фурор, что Николай I пожелал во время своей грядущей инспекционной поездки по Кавказу встретиться с лидерами мюридизма, дабы они, цитата, «и спросили высочайшей милости о прощении, заявили о глубочайшем раскаянии в прошлых деяниях и выразили чувство преданности, как верноподданные». Высочайшая воля наместником Розена была переадресована для исполнения командующему войсками Северного Дагестана генерал-майору Клюге фон Клюгенау. Кульминацией всех этих переговоров о мире и стала встреча между Шамилем и Клюге фон Клюгенау. В июле между сторонами был заключен мир. Оставалось сделать только последний шаг – уговорить Шамиля сдаться и положиться на милость государя. Переговоры прошли 18 сентября или 30 по новому стилю 1837 года не где-нибудь на нейтральной территории, а у горного родника на окраине Гимров, родового села Шамиля. Это событие изображено на известной картине художника 19 века Гагарина, участника Кавказской войны. Главной задачей Клюгенау было убедить имама отправиться в Тифлис для встречи с Николаем I. Император собирался в ближайшем будущем посетить столицу Грузии. Встретиться с Шамилем было, конечно же, инициативой самого российского монарха. В рапорте Клюгенау пишет наместнику Розену: «Шамиль уверял меня, что он вполне чувствует справедливость моих убеждений и с своей стороны совершенно согласен отправиться в Тифлис». Однако имам отсрочил принятие решения, пока не узнает мнение своих соратников Ташу Хаджи, Абдурахмана Карахского и Кибит Магомы. Фон Клюгенау ничего не оставалось, кроме как вернуться обратно в Тимирхан-Шуру, ныне это город Буйнакск. Он докладывал: «Не только слова, но и лицо Шамиля ясно обнаруживали готовность его воспользоваться предстоящим счастливым случаем, удостоиться и спросить себе лично всемилостивейшее монаршее помилование и пощаду». Из уст своих нарочных генералу фон Клюгенау было достоверно известно, что Шамиль старался внушить своим приближенным, насколько полезно было бы удостоиться этой встречи с самим императором. Однако Ташу Хаджи, Кибит Магома, Абдурахман Карахский и другие его соратники не разделили мнение Шамиля, но напротив упрекали его за то, что он распространяет шариат и является его главой, а теперь, дескать, хочет перейти на сторону неверных. Все это заставило Шамиля отказаться от поездки в Тбилиси, о чем он и уведомил генерала фон Клюгенау. «Докладываю вам, что наконец я решился не отправляться в Тифлис, если даже и изрежут меня по кускам, потому что я многократно видел от вас измены, которые всем известны». Отказ встретиться с великим монархом был воспринят как великая дерзость и оскорбление. Кавказская война продолжалась. Влияние Шамиля не распространялось даже на все аварские общества. Многие из них были по отношению к нему настроены враждебно. Одно из вышеупомянутых писем Шамиля, датируемое апрелем 1837 года на имя наместника Розена, ярко иллюстрирует данную ситуацию. Имам пишет о том, что на него и его мюридов несколько раз нападали разные аварские общества. «Я просил их оставить меня в своем месте в покое, но они не уважили моей просьбы и не перестали употреблять усилия день ото дня более для моего истребления. А по этим причинам я решился собирать войско, и им сделал с помощью Божией то, что известно всем, приказал то, что они были обязаны исполнять в нашей вере, запрещено нашим законом, и наказал тех, которые не исполняли своей веры». Государство не может существовать без принуждения. Да, Шамиль принимал жесткие меры к кому? Тем, кто предавал, тем, кто переходил на сторону, значит, или предавал это интерес государства. Причем взятие заложников, так называемых аманатов, практиковало не только царское командование, но и горцы. Шамиль пишет о том, что у него есть аманаты от многих дагестанских обществ, которые признали его верховную власть.
Сценарий большинства карательных походов выглядел довольно одинаково. Царские отряды могли проникнуть куда угодно, даже в самые труднодоступные районы. Укрепления горцев разрушались, а близлежащие селения изъявляли покорность. Однако закрепиться на вражеской территории не представлялось возможным по объективным причинам. Сообщение с другими гарнизонами не было налажено. Между тем были необходимы подкрепления, доставка оружия и провианта и так далее. К тому же формально изъявившие покорность общества особого доверия командованию не внушали. Поэтому отряды, погромив противника, а нередко и мирное население, опустошив и ограбив аулы, взяв пленных и заложников, уходили, а руководители вооруженных выступлений оставались на свободе. Это громили горские аулы, там, может быть, побеждали. Победят они, что-то такое, займут какое-то место. В то время природа была другая, а потом они начинают отходить. Дальше им что там делать? И стоило только царским генералам вернуться восвояси, как тут же в обществе, накануне изъявившем покорность российскому государю, появлялись уже воинствующие мюриды и начинали где миром, а где и силой устанавливать уже свои порядки. Мирное население нередко находилось между двух огней. Подобных случаев во время Кавказской войны десятки. Тому лучшим доказательством служит уже упомянутое письмо Шамиля генерал-майору Реуту. «Будем разорять деревни, которые вздумали уклоняться от общего согласия, потому вам не будет никакой пользы иметь переговоры с одной или двумя деревнями». А в конце 1830-х годов восстанием оказались охвачены дагестанские общества Салатавское, Кайсубулинское, Гумбетовское, Андийское, а также Большая и Малая Чечня. Это заставило командование весной 1839 года предпринять решительные меры против горцев. Были сформированы два отряда – Самурский под командованием генерал-лейтенанта Головина для действий в Южном Дагестане и Чеченский под командованием генерал-лейтенанта Граббы для операций на севере Дагестана и в Чечне. Иными словами, вновь готовились карательные экспедиции, и такое продолжалось уже на протяжении нескольких десятилетий. Год проходит, снова походы. Урожай созревает, снова походы. Уничтожает все, что люди сделали за короткое долгое время. В мае 1839 года отряд Граббы, подвергаясь постоянным нападениям, дошел из Грозной до аула Саясан, где находилась резиденция Ташу-Хаджи. Село было захвачено 12 мая после ожесточенного боя. Ташу-Хаджи отступил в селение Биной, ныне Нажаюртовского района, а отряд Граббы вернулся в крепость внезапную, чтобы направиться оттуда уже против Шамиля. Итоги экспедиции были малоутешительными для командования. Ташу-Хаджи не был побежден, он отступил вглубь Восточной Чечни. Генерал Милютин, участник военных действий, писал: «Сам конец набега все-таки имел такой вид, будто они, чеченцы, выгнали непрошенных гостей». И произнося «Сами Аллаху лиман хамидах». Все лето российские войска вели военные действия и в Дагестане, где главной целью был аул Ахульго. Эта резиденция Шамиля стала костью в горле царского командования. Известно, что генерал Фези взял старое Ахульго еще в 1837 году. Однако Шамиль восстановил старое Ахульго и построил новое. Постройки 19 века до наших дней почти не сохранились. В наши дни Ахульго стало одним из самых посещаемых мест паломничества в Дагестане. Аулы Старое и Новое Ахульго находились на двух высоких утесах, которые разделяют глубокое ущелье реки Ашельта. С трех сторон они омываются водами Андийского Кайсу. Природную крепость горцы еще и укрепили искусственными сооружениями. Над Новым Ахульго возвышается остроконечная вершина, на которой находилась Сурхаева башня, получившая свое название от имени строителя Сурхая. Сама крепость была укреплена фортами, стенами, завалами, рвами, множеством подземных переходов и пещер. 21 мая 1839 года войска генерал-лейтенанта Граббы выступили из крепости внезапно. Добираясь до убежища Шамиля, отряд преодолел около 80 километров сложной горно-лесистой местности. Марш прошел в непрерывных стычках с отрядами горцев. Самым значительным боевым эпизодом перехода явилось взятие аула Аргвани. Подойдя к Ахульгу в начале июня, Граббе стало ясно, что штурм без предварительной подготовки невозможен. К началу осады в стане Шамиля находилось не более 2000 человек, больше половины из них были женщины и дети. Отряды же Граббы насчитывали не менее 13 тысяч человек при 30 пушках. В отряде было и около 3000 кавказцев.
После длительных осадных работ начался штурм. С рассветом 29 июня по Сурхаевой башне открыли пушечный огонь, но взять ее смогли только после нескольких штурмов 4 июля. Этот момент стал переломным. Теперь генерал Граббе мог сократить длину блокадной линии, сосредоточив все усилия против обоих укреплений Шамиля. Ахульго было решено штурмовать с нескольких сторон. С рассветом 16 июля артиллерия открыла огонь по укреплениям горцев. Бомбардировка длилась не 1 час. Множество построек были уничтожены, осажденных защищали только подземные строения. Вечером отряды двинулись на приступ и были отбиты с наступлением ночи. У осады была и другая сторона. Одновременно велись и переговоры. Генерал Граббе потребовал от Шамиля покориться России и выдать в заложники сына. В случае согласия осада якобы снималась. Имам не соглашался на подобные условия. Переговоры длились 4 дня, но ни к чему не привели. Граббе приказал объявить Шамилю, что если он к вечеру 16 августа не выдаст сына, то на следующий день снова начнется штурм Ахульго. Надо отметить, что в конце июня, пока не было плотной блокады, имам еще получал подмогу от близлежащих селений. Но теперь от продолжительной осады защитники крепости страдали. Жара, отсутствие провианта, убитые, раненые и больные, женщины, старики и дети. Ситуация усугублялась постоянными обстрелами. Всем казалось, что выдача сына Шамиля спасет гибнущих женщин и детей, однако имам не верил генералу. 17 августа 1839 года Граббе пошел на 3-й крупный штурм. До полудня длился кровопролитный бой. После обеда Шамиль выставил белый флаг. Понимая тяжелое положение мирного населения Ахульго, имам выслал генералу в заложники своего 9-летнего сына Джамалуддина. Но Граббе осаду не снял, он лишь приостановил штурм. К тому времени и у царских войск не было никакой возможности продолжать приступ. Отряды находились в бою уже свыше 6 часов. Генерал вновь продиктовал имаму условия капитуляции. Шамиль не соглашался с генералом в главном. Он просил себе разрешения жить в горах, а сыну, уже отданному в заложники, в Черкее. Переговоры окончились безуспешно. На рассвете 21 августа штурм возобновился, а на следующий день солдаты ворвались в Новое Ахульго, разгорелись ожесточенные бои, сражались даже женщины. Бой разбился на отдельные рукопашные единоборства. Начался приступ и Старого Ахульго. Между собой аулы были связаны мостиком. Мюриды встретили штурмующих ружейным залпом, но уже было поздно. В 2 часа дня 22 августа над обоими Ахульго развивались царские знамена. Мелкие столкновения продолжались еще целую неделю. Особенно больших трудов стоило выбить горцев из пещер, вырытых в отвесном берегу реки Кайсу. К 29 августа сопротивление было окончательно подавлено. Горцев, в том числе женщин и детей, было убито не менее 1000 человек. 900 тел было найдено на одной только поверхности Ахульго, не считая тех, которые лежали бездыханными в пещерах, оврагах и реке. А отряд генерала Граббе за время 80-дневной осады потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести не менее 3000 человек. К утру 22 августа после 3-месячной осады крепость Ахульго была взята. В плен попало до 900 человек, в основном женщины и старики. Погибли ближайшие соратники Шамиля, его жена, маленький сын Саид и сестра. Последняя, дабы не попасть в плен, сама сбросилась в Андийское Кайсу. Однако захватить Шамиля генералу Граббе не удалось. Он ушел из окружения с несколькими соратниками, унося раненого сына Гази Магомеда, и направился в Чечню. 30 августа 1839 года после благодарственного молебна отряд выступил обратно из-под Ахульго. В наступившей эйфории о Шамиле мало кто помнил, да и что о нем было вспоминать, ведь он лишился лучших воинов, а его крепость Ахульго лежала в руинах. Многих участников похода отметили специально учрежденной медалью за взятие штурмом Ахульго. Граббе доносил в Петербург: если мятежнику, вопреки всему, и удалось бежать, он утратил всякое уважение горцев, у него нет больше места, где можно укрыться, его партия окончательно разгромлена, его мюриды, брошенные своим вождем, разбежались. Император Николай I на донесение генерала-адъютанта Граббе о падении Ахульго и спасении Шамиля ответил: «Прекрасно, но жаль, что Шамиль ушел, и признаюсь, что опасаюсь новых его козней». Самодержец был прав. Не прошло и года, как самый опасный и непримиримый враг России на Кавказе вновь собрал силы для борьбы. На сей раз в Чечне. Северо-восточный Кавказ будет пылать еще ровно 20 лет.